одного вот этого аэрофотоснимка достаточно для того, чтобы утереть нос любому адепту поздняковской веры в том, что там расстреливали органы НКВД. Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем с Александром Стефановичем. Здравствуйте, Александр Стефанович. Добрый день, дорогие друзья! И я думаю, мы сегодня с вами изучим реальную историю Куропат, которая была до момента оккупации. Потому что анализ справоздачи Поздняка и других официально опубликованных материалов мы уже изучили и пришли к выводу, что объективно нет ни одного доказательства причастности органов НКВД к преступлениям в Куропатах. В 1932 году в совхозе «Зеленый Луг» военведу было выделено 108 гектаров земли, из них 50 гектаров была пахотная земля в том числе. И вот что интересно, что пометка на вот этом списке участка указывается, что это был совхоз «Зеленый Луг». Есть второй список по выделению вот этих участков земель, и вот этот же участок, он значится за выставкой. То есть получается, что местные чиновники называли либо за выставкой, либо в Зеленом Луге, и для чего это выделялась земля. Значит, на этом участке было начато строительство запасного командного пункта штаба Белорусского военного округа. Это был секретный объект. Когда мы видим фотографию Куропат, а их уже часто можно встретить, тот же Кошман приводил эту фотографию Куропат, он приводит участок аэрофотоснимка, который составляет, по моим подсчетам, меньше 10% от всего аэрофотоснимка. Почему такой маленький кусочек показывают? А для того, чтобы не возникало глупых вопросов у любопытных читателей. А что там такое под циферками? 1, 2, 3 стоят. Так вот, когда мы смотрим на этот снимок, мы видим, что буквально рядом с Логойской трассой находились военный городок, казармы. Судя по тому, что их было 10 штук, это значит 10 рот, 3 батальона, наш это, скорее всего, был полк. А в лесу видны склады. И складов тут солидное количество складов. И вот, когда немцы сделали вот этот аэрофотоснимок, они четко все на этом снимке обозначили, циферки проставили, где какие находятся военные объекты. Там недалеко от Куропат было торфопредприятие. Так вот, торфопредприятие обеспечивало ТЭЦ-1 в Минске, которая раньше располагалась возле современного цирка. Вот была проложена узкоколейка, и когда смотришь на эту узкоколейку, видно очень странный ее маршрут. То есть изгибы. Хотя ты, когда смотришь на аэрофотоснимок, видно, что там для обеспечения воинской части нужна была узкоколейка. Точно так же с железной дороги, которая шла Минск-Москва, там тоже было ответвление вот этой железной дороги. Она тоже петляла, но в конечном итоге как раз подходила к лесу, который вот был в этот запасной командный пункт. Если мы увеличим восточную часть Куропат на аэрофотоснимке, вот я выделил на вот этом небольшом участочке восточном 8 пунктов. То есть под номером 1 у меня обозначена мишенная ниша на 12 мишеней. Она до сих пор сохранилась хорошо.
И, ну, чтобы ее нормально рассмотреть, это надо ходить либо осенью, либо зимой, либо весной, когда нету травы. Далее, на аэрофотоснимке мы видим 3 грибка, 3 светлых точки. Один грибок, это под номером 2 я обозначил, это место руководителя занятий. Он же пункт выдачи боеприпасов и сдачи гильз. Этот грибок находился на рубеже 25 метров от мишенной ниши. Рядышком, с другой стороны, уже за территорией вот этого стрельбища, при въезде стоял грибок поста Дневального. Это вот именно на въезде вот это стрельбище. И рядышком с ним еще один грибок, ну тоже, скорее всего, пост Дневального, для того, чтобы открывать двери уже с внутренней стороны ворот открывать. Потом на холме с восточной стороны вот этого стрельбища был домик охранника стрельбища. Я на снимке его обозначил номером 4. Под номером 5 я желтым цветом обвел забор. Он на снимке четко виден. Здесь никаких, как говорится, вопросов нет. Даже если хорошо увеличить, видна даже тень на деревьях, которые росли за этим забором. И под номером 6 я обвел тропу патруля. То есть стрельбище во время занятий, оно охранялось, потому что люди были с оружием, но боеприпасов у них не было. Боеприпасы им выдавали в ходе занятий. И поэтому нужно было, во-первых, и охранять стрельбище, а во-вторых, патрулировать. Далее, на аэрофотоснимке на самом стрельбище видны пятнышки. Казалось бы, ну пятнышки и пятнышки, а в реальности под цифрой 7 у меня обозначен 100-метровый стрелковый рубеж для стрельбы из винтовки. 20 метров от него был 120-метровый исходный рубеж. Он в себя включал окоп такой кривой формы и землянку для выдачи боеприпасов, для руководителя стрельбы. И еще с южной стороны сохранилась южная граница вот этого стрельбища. Получается, что эта граница, там раньше стоял забор, и вот этот забор с двух сторон был аккуратненько обкапан. То есть получается, по центру идет холмик такой, плавный холм, а по бокам 2 канавки. То есть от одной канавки до другой расстояние приблизительно около 2 метров. Вот такой вот. Конструкция такая на земле осталась. И эта конструкция, прямая как стрела, идет к самому полю. Что, кажется, еще хотелось бы сказать по поводу идентификации местности. Получается, что ориентирами для местных людей это были за Комаровкой, в Комаровском лесу. Еще иногда называли это место за выставкой. Вот я вначале рассказывал, что участок земли, который был выделен, назывался либо за выставкой, либо в совхозе «Зеленый луг». Ну, а, соответственно, для оккупантов это место было, называлось либо полигон, либо стрельбище. То есть они наших местных топонимов не знали, но они видели, что это такое, что это было стрельбище, это был полигон. В своих показаниях они употребляли вот это слово полигон. Почему я об этом говорю? Потому что в 1961 году в Мюнхене проходил судебный процесс над палачами из Айнзац команды 8, Айнзац группы Б, который командовал Отто Бретфиш. И вот на этом процессе констатировалось,
То есть это сами немцы констатировали, что не осталось никаких документов о месте уничтожения людей организации командой 8 в Минске именно. Поэтому все ее расположение и все, что касается расстрелу, узнавали именно с показаний свидетелей. То есть вот этот момент нужно учесть, потому что некоторые оперируют вот этими словами, что вот, покажите документ. Так вот, документов как таковых нету, все было уничтожено. Вот если мы возьмем, опять же, этот снимок, аэрофотоснимок, увеличим его центральную часть и сравним с картой Института истории, которая была создана в 90-х годах. Вот на этой карте отмечены все западины, ну или как это, все углубления в земле, которые были выявлены в ходе расследования. Так вот, когда мы смотрим на аэрофотоснимок, мы видим, что растительность на территории Куропат, она практически ровная. То есть получается, что ее никто здесь не выкапывал, никто там не пилил эту растительность. И вот когда мы смотрим и сравниваем вот этот снимок, аэрофотоснимок немецкий, и сравниваем, где какие были могилы, то мы видим, что вся территория вот, от холма до тропы патруля, она вся в могилах. Могила от могилы в некоторых местах, ну, буквально 2 метра располагается. То есть невозможно вырыть такое количество могил, не нарушив вот этот лес. А на снимке 41 года, вот лето 41 года, мы видим, что растительность стоит ненарушенная. А некоторые могилы там достигали размера и 8 метров в длину, там 6 в ширину. То есть это такие размеры, которые уже четко были бы видны на аэрофотоснимке. Поэтому вот, сравнивая аэрофотоснимок с картой Института истории, здесь четко видно, что даже больше можно и не доказывать о том, кто здесь стрелял людей. То есть явно, что НКВД здесь никакого отношения не имеет. Я решил проверить, какая высота была деревьев в Куропатах. Вот по этому снимку. Известна дата, когда его делали. Это было 25 числа. Тени, которые направляются от деревьев, они ровно направлены с востока на запад. Ровненько. То есть там отклонение, ну, может, 1 градус идет. Ну, это, в принципе, я с товарищем, он на местности, я у себя дома, провели эксперимент. Когда тень равняется вот с востока на запад. Когда она идет. Ну, чуть-чуть проснулись пораньше, 25 июня, тень направляется именно с востока на запад. Ну и, соответственно, померил длину тени относительно предмета, ну, линейку поставил и померил. И получается, что вот этот период 8:00-8:10 на 1 метр дерева тень составляет 2 метра. Ну, соответственно, я померил длину теней, в среднем она составляет 14-15 метров. То есть высота деревьев была приблизительно около 7 метров. Но с учетом того, что там склон идет, наклон холма, то есть деревья могли быть даже ниже 7 метров, допускаю, что где-то около, ну, от 6 до 7 метров. Далее, что нужно отметить, так это то, от чего же там нету на фотографиях. Вот если мы сейчас пройдемся по Куропатам и посмотрим, то с южной стороны кольцевой дороги мы увидим довольно солидный котлован, но этого котлована на аэрофотоснимке нету. То есть до войны его не было. То есть их было 3 вот этих земляных блиндажа
по воспоминанию очевидцев, второй блиндаж полностью остался под кольцевой дорогой, и третий блиндаж, кусочек с северной стороны есть тоже. Так вот, ни одного из этих кусочков на аэрофотоснимке нету. Если брать западную часть Куропат, то там расположены два дзота. Каждый из них на 3 огневые точки. И что интересно, что вот эти дзоты, они находились на территории, на которой в Куропатах не было леса до войны. То есть там было поле. Но если бы они там были до войны, они бы по-любому там были бы видны. Либо тень была бы видна от этих дзотов, либо пашня была бы криво спахана, либо там растительность была бы, но под дзотом не пашут сверху. То есть вот этих два дзота, они до сих пор очень хорошо сохранились. Ну, то есть бревен там нету, но благодаря тому, что там растет лес, их никто не тревожит, эти дзоты. И что интересно, что вот на этой карте Института истории, там эти конструкции вообще не обозначено. На аэрофотоснимке есть только маленький карьер, который был до войны. А земляную тюрьму, когда выкопали, ее выкопали, ну, раза в 4 больше вот этого карьера. Поэтому вот на аэрофотоснимке вот этой тюрьмы нету. Понимаете? Вопрос так, откуда же она взялась, вот эта тюрьма? Что еще хотелось бы сказать, так это, что было в первые дни войны. Потому что мне, помню, доводилось читать показания свидетельницы какой-то. Ай, у первые дни войны война началась, а там все еще стреляли людей, там трупы возили в машинах, еще что-то. Ну, короче говоря, трупами возили машину в Куропатах. Вот были такие показания свидетелей. И так и да, было такое. Но не расстреливали, а там велись бои. Была линия обороны 100-й дивизии, стрелковой дивизии. И вот мне посчастливилось раздобыть схему обороны. Линия проходила вот фактически по Куропатам. Линию обороны держал 3-й батальон 331-го полка. И вот эта вот схемка, которая у меня есть, она составлена по состоянию на 9 часов утра 25 июня 1941 года. То есть именно вот этот 3-й батальон 331-го полка, он охранял вот этот запасной командный пункт. Пару лет назад я с товарищем ездил в Дзержинский архив кинофотоматериалу. Нашли вот фотографии, когда 100-я дивизия занимала вот эту оборону, именно 331 полк. Единственный вопрос, что мы так и не смогли идентифицировать местность. Фотографии очень четкие, красивые, такое, знаете, ромашковое поле, как бойцы маскируют свое оружие, как они там все это делают. Вот, поэтому, когда говорят, что даже в первые дни войны там людей возили трупы на машинах, да, это возили, скорее всего, раненых с фронта, потому что бои шли 25-26 числа, и очень жестокие шли бои. Возле Острашицкого городка есть такое место Яничкина гора. Так вот, если у нас в истории знают там Сапун гора, Мамаев Руган, там еще такие знаковые названия. Так вот, для Минска вот это есть Яничкина гора возле Страшицкого городка, где 100-я дивизия, не имея артиллерии, задержала танковое наступление Готта, которые вот несколько дней бои шли очень жестокие. Вот такой вкратце анализ вот этого аэрофотоснимка. И еще раз хочу напомнить, что одного вот этого аэрофотоснимка достаточно для того, чтобы утереть нос любому адепту поздняковской веры в том, что там
расстреливали органы НКВД. Понимаете? То есть никакого следа НКВД, никакого даже намека на то, что там что-то было до войны, нету. От слова совсем. Ну вот, вкратце то, что я хотел вам рассказать об истории Куропат перед Великой Отечественной войной и в первых 4 дня войны. Просто нужно непредвзято рассматривать документы. Тогда Да, все это будет... безусловно. Да так, видят одно, выводы делают с потолка, берут и делают. Это супрацовники НКУС, и все. Поэтому пускай кто-нибудь на основании вот этого аэрофотоснимка докажет мне, где там расстреливали органы НКВД. Пускай мне покажут, что даже могила 3/4... Историки не военные, они не обязаны интерпретировать, как им сказали. Так... Да. Подождите, могила, вот на аэрофотоснимке видна машина на дороге. То есть если бы там вырезали хотя бы несколько деревьев для могилы, хотя бы 3/4, она бы уже была заметна. А так там ничего нету. Спасибо за разбор такой подробный этой вот аэрофотоснимка. Зрители все это наглядно увидели в приложениях. Спасибо, да. До свидания, до новых встреч. Спасибо большое, до свидания, до новых встреч.